Вот тут мы репетируем. Все наши ребята. Еще, правда, 2 людей не хватает. Сейчас подойду. Вы по нотам прям будете играть, да? Да, естественно. Все по нотам. Чтобы было точно. Благодарю вас за то, что прекрасно, пришли. было замечательно. Да. Если какие-то планы, я намутил тебе 3 дудки за бесплатно. Это на татарча селиша. Меня тоже Леша, а? Переведите, пожалуйста. Я на татарском разговариваю. говорю. Şimdi Tatarca söylüyor musun? Не, юг. Мы так соскучились по выступлениям, что как бы готовы просто поиграть за Мы можем и старые вещи поиграть. аплодисменты. В наше время сейчас все сложно, приходится платить, чтобы играть, да. Чудо. Прошло то время, когда за деньги играли. До свидания. Счастья, здоровья. Ренат, спасибо большое. 100 лет не виделись. Спасибо, что ты есть. Да. Пиши как можно больше музыки. Вот мы прекрасные Кстати, музыканты. согласен, да. Готовы играть. Кавера тоже пойдут. На тебя только вся надежда, Ренат. Ренат, на тебя вся надежда. А вообще, давай расширим репертуар и по Татарстану. Да. А, можно и в Крым съездить к татарам. Летом. На Сабантуй им устроить. Пока-пока. Пока. Савлос. Я волнуюсь. Я тоже волнуюсь, я просто тоже так это волнение. Вот это наша школа татарского рока. Здесь мы репетируем. Вот, у нас сейчас не полный коллектив. Это Ясмин, наша бас-гитаристка. Так, Камила, наша барабанщица. И Амир, наш электрогитарист. А остальные ждут там музыканты. Все, пойдемте. Я второй руководитель этой крутой группы. Да. Мы даем детям почувствовать настоящую рок-музыку, почувствовать музыку протеста, музыку свободы. Чтобы они раскрепостились и почувствовали настоящую внутреннюю свободу. А детям нужна внутренняя свобода? Конечно, она очень нужна. А почему захотелось именно рок-музыку играть? Это весело и Это, наверное, очень забавно.
Что именно тебе в роке нравится? Ну, такая прям раскрепощенность. Мама и так говорила, то, что у меня очень хороший музыкальный слух. Из-за этого я сюда пришла. Началось с того, что я посмотрела один сериал, и мне музыкальный сериал, и мне захотелось тоже создать группу. Я играю электрогитариста. Мы познакомились с Ринатом Фаритовичем, и мне очень понравилось его творчество. Совершенно не важно то, что я являюсь бизнес-вумен. У меня есть просто возможность участвовать вот в этом проекте. Ну и второе, это то, что вот все-таки моего сына это очень сильно развивает. Он у нас с расстройством аутистического спектра. И вот эти занятия, они очень круто помогают. Такие дети, они слышат гораздо больше, чем обычные люди. То, что вот отличается в татарской музыке, это вот этот какой-то мын, который не похож ни на одну мелодию из других народов. Я тоже ищу вот этот ман. Я раньше вообще играл блюзовую музыку, очень любил. И как-то пришел на баттл, когда в Москве жил, блюзовых гитаристов. Вот. Ну, я закончил высшее образование по электрогитаре. То есть думал, что я достаточно сильный блюзмен. Но там вышел темнокожий студент с гитарой. Видно было, то, что по технике, что он совсем недавно начал играть. И я просто почувствовал, что он играет настоящий блюз. И я понял, что это у него просто идет в его душе. То есть, не знаю, это на генетическом уровне такая музыка у него выходит. И я понял, что я не буду выходить после этого, хотя я технически гораздо сильнее его, но я не смогу так сыграть по-настоящему блюз, как он. И тогда задумался, то, что кто я же татарин. И если что-то я могу сделать красивое и настоящее, то получается только татарское, если это действительно на генетическом уровне у меня заложено. Раз, два, три. А Кирилл, дай папе колечко.